Глава Ингушетии принимает поздравления. С 66-летием Махмуда Али Калиматова поздравили политики, общественные деятели, жители республики. Руководитель региона родился 9 апреля 1959 года в селе Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахстана. В 1977-м проходил службу в составе группы советских войск в Германской Демократической Республике. Окончил Куйбышевский государственный университет по специальности правоведения. Махмуд Али Калиматов занимал должности прокурора города Самары, первого заместителя прокурора Самарской области, прокурора Ингушетии, возглавлял контрольный департамент губернатора Самарской области, являлся советником главы города, руководил управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Указом президента России в июне 2019 года Калиматов был назначен временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. 8 сентября того же года избран на пост руководителя субъекта. За 5 лет благодаря командной работе Махмуду Али Калиматову удалось погасить государственный долг республики, реанимировать простаивающие объекты и поднять индекс промышленного производства, улучшить показатели образования, здравоохранения, культуры и спорта. 8 сентября 2024 года Махмуд Али Калиматов был избран на второй срок. Коллектив национального телеканала «Магаз» присоединяется к пожеланиям и желает главе республики успехов во всех начинаниях. В Назране и Назрановском районе 9 апреля в разводящих водопроводных сетях проводится плановая процедура гиперхлорирования. Эта важная процедура направлена на улучшение качества питьевой воды и защиту здоровья граждан. Гиперхлорирование помогает удалить потенциально опасные микроорганизмы и загрязнители. В связи с проведением работ Роспотребнадзор Ингушетии настоятельно просит жителей не использовать и не употреблять воду в течение всего дня. Уже 10 апреля процедура будет проведена в Мулгобеке и Мулгобекском районе, 11 апреля в Сунже, Карабулаке и Сунжинском районе. МЧС разрешат создавать экспертные комиссии для совершенствования системы пожарной безопасности. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Цель поправок – повысить эффективность работы спасателей, пожарных и их руководителей, а также определить условия, причины и факторы, из-за которых причинили вред в условиях аварийно-спасательных работ и тушения пожаров. В случае принятия закона он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Иноагентов не допустят к образованию. Кроме того, вводится запрет на проведение ими просветительской деятельности вне зависимости от возраста обучающихся. Принятый Госдумой во втором и третьем чтениях закон касается в том числе проведения семинаров, вебинаров и лекций. Если образовательная организация признана иноагентом, то действие ее лицензии будет прекращено. Кроме того, иноагентов лишили любой поддержки не только со стороны государства, но и со стороны органов местного самоуправления. На стадионе имени Рашида Аушева прошла очередная тренировка футбольного клуба «Ангушт». Спортсмены готовятся к предстоящей игре с «Динамо-2». Она состоится сегодня в 16 часов. Любителей игры и просто неравнодушных ингушскому спорту жителей «Ангушт» приглашает поболеть за команду.